И мы продолжаем наш выпуск. Татарский драматический театр презентует спектакль по роману японского писателя. Премьера состоится уже на этой неделе. Несмотря на то, что драма «Женщина в песках» еще не ставилась на сцене, постановка уже вызвала интерес челнинцев. И все благодаря трейлеру. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Эту драму на сцене еще никто не видел, но актеры, режиссер и автор сценария уверены, что постановка понравится зрителям. Спектакль «Женщина в песках» написан по роману японского писателя Кобо Абе. В свое время произведение было очень популярно. Фильм снят уже, как я сказал, в 1964 году и получил 2 Оскара. Первый Оскар в 1965 году – это как лучший фильм на иностранном языке. И второй Оскар в 1966 году – лучшая режиссура. Драма с философским смыслом, но в ней есть место и комедии. Рассказать сюжет вкратце сложно. Мужчина отправляется в отпуск, чтобы пополнить свою коллекцию насекомых редкими экземплярами. Проводник оставляет его в уборной лачуге с молодой хозяйкой. В ее дом можно попасть только по лестнице, но она исчезает на утро. Произведение практически 200 страниц. Произведение. Мужчина находится в ловушке, в яме. Практически событий нет, как таковых сюжетных, таких, скажем, ярко проявленных. Половина романа обращена к самому себе, это внутренний монолог. Автор сценария Равиль Сабыр впервые прочитал произведение «Женщина в песках» в 7 классе. С тех пор у него была мечта написать к нему сценарий. У пьесы нет временных рамок. Она актуальна и сегодня. Но для этого Равилю Сабыру пришлось постараться. Мы тут ставим спектакль о нас сегодняшних. Нам не интересно особо, что там в Японии в 1964 году происходило. Нам интересно, что сейчас с нами происходит здесь. Естественно, писать инсценировку было довольно сложно. Вот Альберт уже отметил, что там по 10, по 15 страниц подряд идет внутренний монолог или там внутренний спор героя с самим собой. Проект постановки драмы стал одним из победителей конкурса на получение республиканского гранта. К слову, 15 марта премьеру посмотрят критики Министерства культуры Республики. Алина Сидорова, Гузель Шигапова и Ильнас Тимирбаев для программы «Новости».